каждого времени свои герои. Пандемия коронавируса показала самоотверженность врачей, подтверждающих ежедневной борьбой с вирусом, что для них профессия не случайный выбор, а истинное призвание. Если для опытных врачей с многолетним стажем трудности стали очередным вызовом, то для молодых врачей, недавних выпускников медицинских вузов, пандемия стала боевым крещением. В нынешнем году ряд выпускников абхазских школ завершили обучение в престижных российских медицинских вузах. И отрадно, что по возвращении на родину они встали рядом со своими старшими коллегами и начали помогать в ковид-госпиталях. Сегодня мы расскажем о молодых специалистах, закаливших себя на практике и убедивших окружающих, что сохранят приверженность выбранной профессии и готовы к выполнению сложных задач во имя спасения жизни пациентов. Сухумчанка Камила Берулава, окончив 6-ю среднюю школу, поступила в военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. В нынешнем году она завершила учебу в вузе. Выпускников академии, как правило, направляют в части Министерства обороны, где они возглавляют медицинские службы. Все 6 лет кадеты военной академии получают образование как врачи общей практики, а затем уже выбирают конкретную специализацию. Сейчас Камила проходит интернатуру по терапии. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, вернувшись на родину, молодой специалист, не задумываясь, отправилась оказывать волонтерскую помощь в Гудаутский ковид-госпиталь. Первый раз, когда я туда пришла, там же мы постоянно меняем кислородные баллончики, а на этих кислородных баллончиках у них по бокам, вследствие испарения стекает вода, получается. И я откручиваю кислородный баллончик и думаю: Господи, выпить бы мне воды, сейчас так хочется, потому что так жарко, еще этот костюм, еще постоянные какие-то движения, нужно еще соображать при этом. Иногда бывает, что пациенты тяжелые, и нужно находиться периодически в красной зоне, не говоря уже о медсестрах, которые постоянно должны там находиться, и у них физическая нагрузка, то есть делать какие-то инъекции, она, я бы сказала, даже выше, чем у врачей, хотя врачи тоже имеют, безусловно, нагрузку. Камила признается, что, находясь в ковид-госпитале, даже медиков на некоторое время невольно охватывает вполне объяснимое волнение. Ведь мир столкнулся с совершенно новой болезнью, еще не до конца изученной. Но постепенно это чувство проходит, уступая место самообладанию. И молодые врачи приступают к выполнению профессионального долга. Камила считает, что для врача проявление эмоций – это роскошь. Если начать волноваться по каждому случаю, пропуская все через себя, то неизбежно наступит эмоциональное выгорание, а это может отрицательно сказаться на пациентах. Поэтому важны выдержанность и невозмутимость. В первую очередь мы должны включать холодный разум, говорит она. Первое, что я чувствую, находясь в больнице, это огромную какую-то ответственность за всех этих пациентов, которые там находятся. А второе, что я открыла для себя, это желание на всех надеть маски и сказать: пожалуйста, будьте поосторожнее, потому что наблюдать за этой картиной, как человек под кислородной маской лежит и не может пошевелиться, не знаю, всем ли известно, после Актемры 3 суток нужно лежать, и нужно помогать ему во всем, и смотришь на человека и видишь, как он мучается, и хочется максимально предотвратить вообще в целом развитие настолько тяжелого состояния у данного пациента, или вообще у кого-либо другого. Когда закончится пандемия? Это важный вопрос, который волнует всех без исключения. Некоторые эпидемиологи, не желая ошибиться, осторожны в прогнозах, называют срок в 1 год. Ряд медиков и биологов вообще не считают возможным озвучивать приблизительные сроки и не могут дать хоть сколько-нибудь обоснованный ответ. У молодого врача на этот насущный вопрос есть свое скромное мнение. Камила считает, что коронавирус останется с нами на долгие годы, как другие сезонные вирусы, независимо от иммунитета, как коллективного, так и индивидуального. После того, как каждый переболеет, уже вероятность его заболеть будет ниже, нежели чем человека, который не болел вообще в принципе. Это во-первых. А во-вторых, это вакцинация, развивать, конечно, вакцинацию. Если в совокупности всему этому следовать, также
исполнять меры предосторожности, то есть носить маски, хотя многие говорят, что они неэффективны, но врачи рекомендуют их носить, значит, стоит их носить. И нужно беречь себя в первую очередь. И если каждый человек, он осознает всю эту проблему, глубоко для себя, и начнет что-либо делать для того, чтобы предотвратить все происходящее, то я думаю, что с течением времени, конечно, по годам конкретно сказать я не знаю, но с течением времени должно все это пойти на спад. Но вирус, он будет присутствовать всегда. У медицины в нашей стране много сложностей, начиная от дефицита необходимых препаратов до отсутствия средств диагностики, рассуждает молодой врач. Безусловно, государство делает все возможное и невозможное в данных условиях. По наблюдениям Камилы, на плечи врачей ложатся и организационные работы. И в этих непростых условиях абхазские врачи борются за жизни каждого пациента, отмечает она. У нас нет в достаточном количестве препаратов, той же Актемры. Я сама не раз говорила пациентам, что нужно ее найти. Они у меня спрашивают, где, а это вопрос, который, то есть висит, задача для пациента. А, конечно же, если бы это все продавалось у нас в стране, и, может, в принципе, где-то-то и продается, но не в таких количествах, которых необходимо. Во-вторых, мне кажется, очень сложно с организацией именно всех вопросов, то есть очень много лежит на плечах врачей, и общалась с пациентами в Гудаутском госпитале, и они говорят, вот мы даже как-то первое время обижались, что к нам не заходят в палаты и так далее и тому подобное. Мы просто физически не успеваем, и это очень сложно. Хочется внести какое-то понимание, донести понимание людям, что при всем желании невозможно все сделать, это сложно, на плечах врачей все это лежит, и как-то кого-то осуждать за это, мне кажется, не имеет смысла, просто стоит взаимопонимания какого-то достичь в этом вопросе. Клятва Гиппократа – врачебная клятва, определяющая морально-этические принципы поведения врача. Камила поделилась, что клятва, произнесенная ею при получении диплома о высшем образовании, не просто слова для нее. Это принцип, по которому я буду жить и работать всю жизнь, говорит она и добавляет, что училась для того, чтобы быть полезной своей родине. Мы прилагаем все возможные усилия, учимся и уровнем своей специализации, тем самым мы защищаем свою родину. Потому что, зная, если в нашей стране есть хорошие специалисты, тем более военные врачи, что касается меня, значит, эта страна может постоять за себя, и, значит, она не даст себя в обиду. Это во-первых. Во-вторых, есть врачи, которые вернулись и которые являются примером. Я знаю, что сосудистая хирургия в Абхазии, она начинает выходить, становится лучше и выходит на определенный уровень, потому что парень, который закончил академию, Арнаут Анри, я думаю, многие его знают, его все очень хвалят, он вернулся в свою страну и занимается этим, отдается, насколько он может пациентам. Такие врачи, они делают нашу страну лучше. И хочется быть таким врачом. Камила Берулава будет практиковаться год в Гулерипском военном госпитале. За это время она надеется перенять опыт старших коллег и глубже вникнуть в ситуацию в сфере здравоохранения республики. Затем я должна уехать в Россию, продолжить обучение для того, чтобы стать уверенным в себе специалистом, который самостоятельно может принимать решения, и когда почувствую, что уже готова, вернусь на родину. Подытожила наш разговор молодой врач. В будущем Камила планирует стать специалистом в сфере лучевой диагностики. Киазым Курипа с отличием завершил обучение в Международной школе «Медицина будущего» Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. По его словам, в ранние школьные годы медицина его не привлекала, но в 10 классе по совету родителей он начал готовиться в медицинский вуз. И уже когда с легкостью поступил в одну из лучших медшкол «Медицина будущего», задумался, что, скорее всего, он на верном пути. Киазыма за достижения в учебе и успехи в научной и общественной жизни университета наградили медалью
премию преуспевшему. Красный диплом, золотую медаль и награду ему вручил первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко. Честно, приятно, конечно же, но дело в том, что у меня за 6 лет все эти масса друзей появилась, которые не то что на золотую медаль, им в принципе, ну, по моему личному мнению, Нобелевскую премию стоит выдать. Такого уровня они мастерства начинают достигать, еще не закончив университет. И вот поэтому приятнее было всего не то, что я получаю золотую медаль, а то, что вот мне с такими людьми довелось проучиться, закончить, и вот еще и, скорее всего, в дальнейшем мы с ними вместе будем работать. Вот это самое приятное, мне кажется, было. Нет, это в основном с России мои товарищи. Но вот те абхазские студенты, которые у нас сейчас учатся, они помладше меня все, и они не то, что не менее, они гораздо более лучшие результаты показывают, так что будущее в надежных руках. Это. Успеваемость, безусловно, важна, но тут дело не в том, чтобы маниакально следовать за хорошими оценками, считает Кязым. Он рассказал, что студенты, которые только зубрили в первые годы учебы, не выдерживали большой объем информации. По его мнению, самое главное – понимать материал и осознавать, сколь ответственна твоя дальнейшая работа, качество которой зависит от полученных знаний. Сразу по приезду на родину Кязым отправился помогать в Сухумскую инфекционную больницу. Еще я очень часто и очень много смотрю новости на Ютубе, и как раз, когда я закончил университет и время приближалось к моему приезду, я очень часто натыкался на новости о том, как нужна помощь. И, ну, честно говоря, стыдно было бы после 6 лет обучения приехать сюда и только валяться на пляже или гулять. Во-первых, хочется как-то помочь, что-то приятное сделать. Понятное дело, я 6 лет далеко нахожусь и учусь, но вот раз у меня появилась возможность приехать и помочь, мне сразу захотелось это сделать. Когда началась пандемия, студент Курипа устроился сначала медбратом, а затем работал в терапевтическом отделении в одной из московских клиник. По его словам, им двигало некое любопытство изучить ситуацию изнутри. Несколько месяцев он не сообщал родителям о своей работе, так как не хотел их волновать. К тому же частые телефонные звонки обеспокоенных родственников отвлекали бы от главного, заметил юноша. А когда по возвращению в Абхазию он изъявил желание помогать больным в Сухумской больнице, родители не препятствовали намерениям сына и даже наоборот, гордились его решением. Ну, когда начинал работать, понятное дело, помощь людям, это все, ну, это даже не говорится, это как аксиома для любых людей, которые заняты в сфере медицины. Но поскольку я еще и 20-летний парень, и вот только-только заканчиваю университет, и когда появилась вся эта пандемия, какое-то неизвестное заболевание, что-то новое, все в костюмах ходят чумных. Одна из больших причин того, что я начал работать, была вот доля интереса и какого-то такого юношеского драйва, чтобы пойти и вот посмотреть, что это такое, что за болезнь такая, как ее лечить, как вообще с этим жить, что можно сделать. Ну, лукавить не буду, не скажу, что я полностью понял, что это такое. Миллионы ученых бьются головами об стену, пытаясь понять, что это. Но, как видите, подходы постоянно к лечению меняются, заболевание само меняется, но люди все-таки изо дня в день какие-то шаги делают для понимания этой болезни, так что это не может не радовать. А здесь мне, наконец, удалось поработать врачом, и врачом, конечно, не то, что поприятнее работать, ну, что-то новое для себя изучил, и ощущения другие, когда тебя начинают доктором звать, волей-неволей улыбка на лице проскакивает, что вот мне 20 лет, а меня уже доктором называют. Ни для кого не секрет, что в больницах наши врачи, медсестры и санитарки работают в красной зоне в авральном режиме. Поэтому в ковид-госпитале рады любой помощи, особенно выпускникам медицинских вузов, так как у них есть опыт. В инфекционной больнице, где помогает Кязым, безмерно рады его присутствию. Очень доволен. Во-первых, хочу назвать молодого доктора Кязыма Курипа.
Буквально вот 2 недели назад он закончил институт, сдал экзамены, приехал на родину. В общем-то, он мог бы все это время находиться на пляже, гулять со своими сверстниками. Но он сразу же в день приезда приехал к нам, предложил свои услуги в волонтерской помощи, как бы абсолютно безвозмездно. 2 недели он помогал нам. Причем это не только докторская помощь, как говорится, в качестве санитара, медбрата, доктора, я не знаю, психолога, во всех ракурсах абсолютно. Помогал очень, прямо сутками дежурил, находился с нашими докторами вот рядом все эти 2 недели. Огромная благодарность родителям, которые воспитали такого сына. Спасибо им большое, спасибо им огромное. Точно так же у нас 2 недели назад из Москвы приехала молодой доктор Квициня Мадина. Она тоже был запрос с нашего министерства в департамент здравоохранения Москвы, чтобы как бы на какое-то время, на время вот этой пандемии, чтобы она у нас поработала, но получили отказ, ее не отпустили. Но тем не менее, на 2 недели она отпросилась, и точно так же 2 недели она с нашими докторами рядом оказывала нам волонтерскую помощь, и сутками тоже с нами дежурила здесь. Вот огромная благодарность родителям, которые воспитали таких детей. Это вот наше светлое будущее. Глядя на них, можно смело идти в будущее, поверьте мне. Сейчас, уже после 6 лет обучения и хоть небольшого, но опыта работы в больницах, Киазым Курипа уверенно говорит, что принял верное решение. Медицина – это то, чем он хочет заниматься всю жизнь. Ну а для того, чтобы добиться признания, у него впереди годы кропотливого благородного труда. Как Онищенко сказал, 3 профессии есть от Бога: судья, учитель и врач. Думаю, что согласен с этим высказыванием. Я еще надеюсь, что это должно работать и не только с моей стороны, но и с другой стороны, что я отдаю себя, но и вы понимаете это и как-то подстраиваетесь. Это тоже очень важно. И люди, которые, наш народ должен понимать, что вот врачи здесь борются, убиваются, но вот и не то, что внимание уделить, а вот просто-напросто начать себя вести в рамках нынешней эпидобстановки. Сейчас Киазым подал документы в ординатуру в Российский научный центр хирургии имени Петровского на специальность рентгено-эндоваскулярная хирургия и диагностика. И его документы уже одобрили, и он сможет продолжить учебу в этом серьезнейшем вузе, где готовят высококлассных специалистов. Планы на то, чтобы, во-первых, реализоваться как врач и получить опыт, и после этого вернуться — это моя совсем большая мечта, но если тут вдруг не будет возможности вернуться, я хочу как минимум сделать все, что в моих силах, чтобы помогать, потому что многие говорят: вот он не вернулся, начал там работать, и это не означает, что помощь на этом заканчивается, на только лишь твоем возвращении. Если ты оттуда можешь гораздо больше сделать, чем здесь, так лучше это делать таким образом, чем просто приезжать сюда и сидеть без дела. Киазым Курипа – выпускник Сухумской горской школы номер 10 имени Лакоба. Ее он окончил с золотой медалью, как и Международную школу Первого Московского медуниверситета имени Сеченова. И нет сомнения, что и в дальнейшей учебе он покажет превосходные результаты. Лыхнытый арпас иналарджения школа часараницус ялых это хакимый занат. Яжакурыла резанату басиху поджимчилы и удигалар харауна нагадзом. Уябзебара антша и улейцароб. И кутагдина игдзет Санкт-Петербург ты арра медицинат академия талан сынпак чияралай царах иркушит. Хымпада ипсадгила чачимазарачка ятхалота глазаща зипшох шизиштразуны, а юнакаданыги жиразна кацхырарая хайхатахыз гудаутапе ковид госпиталях цит. Иара цара салгана санаозара саргескуйтан аковида шхацара усура сара арат медицина академия сахалга зазыхана гудзера госпиталя ч интернатура сахасуд гудзера госпиталя чаханны харфита басата глазаща зыцшки куда-то из туян харфа инхадер гламаштех мапхаз гзомаз янхадер вечна куда-то сменно козгит и убряхуешты что вимазра карацот куда-то смена косамоешты госпиталяча
Ну, хатгопхараги хон, гесадзаги хон вахет сара, рюбеги ицны қалид. Отделение куярту рызык тубу харалшут. Аджы ма дылыряут больница женту, ма ипстазарат шалцла гепш, айбет ё увед нейный тыпыжы разных дыштарцу. И тацро тыпкан ханы қаладзом. Ну, тхёратахума тагыла защит шгёп, ачима зара занзай псычный из хозга куги хоп рубас, дара шарчкина из хозго. Зохспрот шгё, атагыла защит кудары ратшоп, тхёратахума ус уизахылху. Избо мака чима зара цгены из хозом гоге психология тагыла защит водельхот, избанзар уашот, ирыхи раздырдзум, рабстазар шоколад раздырдзум, мелка рагидари шгёбу брезыхан, айхары векишто, дара ргукахан ихоп, цхарар артоху пожакала. Инал иажәақәа рыла иахьазы ҳақьымцәа ирыду аҭакԥхықәра даараӡа иҳаракуп, адунеи зегьы ари ачымазараҿы иаҿагылоуп, иаргьы инагӡаны иҭҵааӡам. Абри аамҭа ауадаҩ азын аҳақьымцәа аџьабаа ду рбоит, ирылымшогьы рылдыршоит. Ачымаза ихәышәтәра анаҩсангьы игәы шьҭухроуп, иҩныҵҟатәи иҭагылазаашьа зеиԥшроу гәаҭаны ацхыраара иуҭароуп. Абри аус аҿы аԥышәа змоу аҳақьымцәа ирыҵахаӡом аҿаргьы. Ишьҭо рҿыуанео угәы каҳан унеир ҟалаӡом, иурӷәӷәароуп, амч руҭароуп, улахҿыхӡа унеины урацәажәароуп, ргәы каҳан иаазар ишьҭухроуп, урывагылазароуп, рызегьы ҭаацәак акәушәа урызныҟәароуп. Уара иузныҟәар шуҭаху еиԥш уа урызныҟәон рызнеи урыцхраара азыҳәаны. Ус урывагылан ргәы нышьҭухлак даргьы рчымазара алҵра ирзыманшәалахот. Ргәы каҳан иаазар урыцхраар агәалаҟарагьы ахәшәтәраҿы дараӡак амоуп. Ргәы каҳар ҟалаӡом, излаҳалшо ҳрывагылоуп. Аԥсшьаха таамҭа уа иҟаӡам. Иалшо убас ҟалар ҟалоит, иара азон аҿынтәи уаа дәылҵит, хә-мҩыҭк рышьҭахь аӡәы изицәахар алшоит, иҭаугьежьны уҩналароуп. Убас иҟалон зны-зынла хәбаф басааҭ ҳдәылымӡакәа ҳаныҩноу азона. Уи аамышьҭахь хәбаф басааҭ ракәым мыцха агәҭаны сааҭ хԥа-ԥшьба рзыҳәан аӡәы дыцәгьахар ҟалоит, дхьанҭхар алшоит, иҵегьы уныҩналан, еиҭа дальше иҟаҵатәуп, атерапиа иаццалатәуп. Ну, излоубо ала ак ԥсахтәуп, ак аццатәуп, ак агажьтәуп, уи аҩныҵҟа изыҟоу иаԥшоуп. Инал Арџьени игәаанагарала ачымазара аанкылара алшоит, уи азын иаҭаху хымԥада авакцина аҟаҵара ауп. Убри инаваргыланы аԥҟарақәа рықәныҟәара хымԥадатәиуп. Доусы ахдырра аарԥшны ахымҩаԥгашьа дақәшәар, аҭагылазаашьа акыр иеиӷьхоит ҳәа азгәеиҭоит аҳақьым. Раԥхьа аргыланы авакцинациа ҟазатәуп, адунеи зегьы иҟарҵар зегьы иреиӷьхоит. Ачымазара аанкылара азыҳәан убриоуп хадарас иаау. Иара авакцина аамышьҭахьгьы илхылгозар, иаҳа иманшәаланы илхылгоит ачымазара. Авакцина аамышьҭахь авакцина сыласҵеит ҳәа сычмазаҩхаӡом ҳәагьы удәықәлар ҟалаӡом, избанзар авакцина злазцо ачымазара ухьра вариант заболеть гораздо ниже после вакцины, возможность заболеть. Убас ухы уацклаԥшызароуп, амаска ухазароуп, ауаа реилагаларҭаҿы уҟазар ахәҭаӡам. Ирацәаҩуп иахьа Гәдоуҭатәи аковид госпиталь аҿы ацхыраара ҟазҵо, сынтәа азҵаара хрыкәшаны зыԥсадгьыл ахь ихынҳәыз аҿар. Дара зегьы ргәы былуеит, ирҭахуп гәык-ԥсыкала рыжәлар ирыхәар. Убри азын иахьа ирымоу аамҭа рхы иархәаны ахәышәтәырҭаҿы иҷаԥшьоит. Ҩышықәса раахыс ачымазара иаҿагылоу ахәышәтәырҭа аусзуҩцәа рыԥсы ддыршьарц азын. Аҿар дара ирацәоуп аус зуа. Рызегьы рхы бзиа иаадырԥшрот, ирылшо ҟарҵот аҿар. Гәыкала рус иазыҟоуп, абас мчыла ҳрышьҭит ҳәа аӡәгьы неиӡом, ахатә гәаԥхаралоуп аҿар азцо. Ирылшо ала ирыхәоит ачымазара азыҳәан иаҿагыланы иқәԥот уҳәар ҟалоит. Аҵара хысуаз курсаа зегьы ыҟоуп. Сынтәа арра медицинатә ариурҭақәа ирылгаз аҳаҭыртә дыргақәа зырҭаз аушьҭымҭацәа рыбжьара дыҟан Инал Арџьениагьы. Иара атәылахьчара министрраҿы аминистр идҵала аҳаҭыртә шәҟәы ианашьан. Инал фышықәса азеиԥшҵара иоуит. Шьҭа иара даҽа ҩышықәса ординатурахь дцоит. Хықәкылатәи азанааҭ алхразы. Уи ахирург изанааҭ акәхоит. Хымԥада иҵара ахиркәшар иаԥхьаҟа игәы иҭоуп иԥсадгьыл ахь ахынҳәра.
Ацара бзен из цар, я цара сехцо субсад елаху гостар сезоп гес баша цара цана васан галитха. И цакада хоти гостца зрезгеус. Сид гелоп стацферей куб ядеге вахаш целуд гелутеп каждый акцравы маншал марезам даре воды. Состука срухорста хуб сужлар сахор срухорста хуб захан цара салган рехсаут. Абипара курезги вагилан усрур бас хунуб زگن شیخ و زگن بزیخ و медицина گز حواد یه رفت کار خود اگه حیوق خود بیپاره کوی حبره بیپاره از بر بیپاره نیت گلی. Мышқәа акроуп изаан хазинала қьаадқәа реиқәыршәаразы анаҩсан, идырра аизарҳаразы амҩа дықәлоит, иаԥхьаҟа иԥсадгьыли ижәлари зықәгәыӷуа ҟазаны дхынҳәырц азын. Георгий Оторба родился в Сухуми, учился во второй средней школе. После ее окончания поступил в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Моя мать и бабушка биологи, возможно, и они оказали некоторое влияние на меня, говорит он. Уже в 1 классе я знал, что буду врачом и буду спасать жизни людей. И вопрос о выборе профессии передо мной не стоял, отмечает Георгий. В этом году он завершил учебу и вернулся на родину. И так же, как и его сокурсники, отправился помогать в Гудаутский ковид-госпиталь. Все прекрасно понимают нашу эпидобстановку в стране. И помогать людям – это наше призвание, это наша профессия, и мы должны это делать. Просто единственное, хочется помочь всем и сразу, но не успеваешь, потому что очень много людей на отделении лежит. А так, со временем уже постепенно начинаешь к этому привыкать. Начинаешь уже ориентироваться, как и что. Узнаешь уже больных, потому что мы прикреплены к одному отделению, ну, то есть каждый врач. И мы приезжаем, уже примерно понимаем, мы же сутки через 3 дежурим там. И примерно понимаем, кто уже с каким диагнозом. Уже мы сами брали у них анамнез, понимаем, что и как лечить. И поэтому со временем уже становится попроще. Вот я помню свой первый раз, когда я туда приехал, мне было как-то очень страшно даже сказать, ну, потому что это все равно первый опыт, а потом постепенно уже начинаешь входить в колею и становится с этим все проще. Настоящими героями нашего времени считает Георгий всех медработников Абхазии, которые во время пандемии оказывают помощь больным коронавирусом. С момента появления болезни они с достоинством выполняют свой профессиональный долг. Несмотря на усталость и различные проблемы, они борются за жизнь каждого пациента. Кому-то даже иногда вот от этих костюмов бывает плохо, потому что вообще они не дышат и не пропускают воздух. Быстренько меняем друг друга, помогаем. Ну, особенно это вот бывают такие девочки, которые не совсем здоровые, так скажем. Вот. И бывает, кто-то не поесть с утра, потому что времени нет, зайдут, и вот кто-то там теряет, бывает. Ну, видно, что плохо. А так придут, себя быстренько обратно одевают и заново заходят в красную. Ну, то есть это нормально, это ничего страшного в этом нет. Ну, я скажу, что справляются замечательно. Все наши врачи очень добросовестно подходят. Во всяком случае, я говорю то, что вижу и с кем работаю. Все врачи с максимальным трепетом относятся к каждым больным. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Мы со всем справимся. И дальше все будет у нас нормально. Врач должен учиться на протяжении всей врачебной практики, продолжать самообразовываться. Для этого сейчас есть все возможности, считает Георгий. А столкнувшись лицом к лицу с болезнью, ты понимаешь, насколько необходимы глубокие знания для решения возникающих проблем и спасения жизни людей. И непосредственно уже начинаешь сталкиваться с клиническими случаями, то понимаешь, что на самом деле это важно там не для галочки, и далеко не для каких-то там грамот, медалей или просто твоей зачетки. А это важно просто в первую очередь для других твоих пациентов, которых ты несешь непосредственно ответственность. Ну и, естественно, перед собой, чтобы смотреть себе в лицо с гордостью и понимать, что ты это бремя несешь правильно и что ты не просто так окончил академию. Поэтому я считаю, что врачи все должны
ну, медики, которые вот учатся, они должны понимать, что это все не ради там чего-то, это все только ради тебя, ради самого себя. Георгий Оторба этот год проработает на родине, но в следующем году обязательно продолжит учебу. Пока со специальностью он не определился, но, скорее всего, это будет хирургия и, вероятно, челюстно-лицевая хирургия. В будущем планирует вернуться в Абхазию, и не только потому, что он единственный сын, а потому, что любит свою страну и хочет быть полезным. После окончания вуза в Министерстве обороны среди тех, кого награждали медалями и почетными грамотами, был и Георгий Оторба. Грамоту вручал сам министр обороны Республики Абхазия Владимир Ануа. Мне, конечно, приятно, что меня и моих друзей отметили наградой, но мы просто делаем то, что должны, говорит Георгий. Приходится выбирать между тем, что вот ты можешь сейчас пойти там провести время хорошо, дома там с родными и близкими, можешь отдыхать. А в это время ты понимаешь, что нужно находиться в больнице, и поэтому безоговорочно нужно выбирать второе, ехать и дежурить, и помогать людям. Но все равно это, мне кажется, для каждого человека в какой-то степени тяжело или трудно, потому что каждый хочет просто, там, я не знаю, летом элементарно отдохнуть, провести время там с друзьями. Но мы эту дорогу выбирали сами, поэтому, в принципе, я совсем не жалуюсь. Это то, что я выбрал, и то, что я делаю это в первую очередь для нашей страны, для наших людей. Поэтому мы это делать обязаны, это наша профессия. Вот такие они, выпускники различных медицинских вузов. Им, конечно, предстоит еще многое – учиться, работать и набираться опыта. Но уже сейчас понятно, что медицину Абхазии ждет хорошее будущее, если в тяжелое время молодые врачи не остались в стороне и оказывают помощь тем, кто в них нуждается.